В Москве также прошли траурные мероприятия. Панихиду по погибшим отслужили в храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулешках. Это Аланское подворье. Службу провел настоятель храма Вячеслав Джейранов. Почтить память погибших в Беслане пришли политические и общественные деятели, представители Остинской общины, а также автор памятника бесланским детям Зураб Церетели и руководитель телеканала Russia Today Маргарита Симоньян. В 13:05, как в Беслане, почтили минутой молчания память погибших, а затем выпустили в небо белые воздушные шары. Также возложили цветы к памятнику жертвам трагедии, установленному возле храма. По словам полпреда при президенте России Бориса Джанаева, наш долг – помнить погибших и помогать тем, кто выжил. К этой новости неравнодушно остались во всем мире, со всех концов нашей страны, со всего мира люди отзывались и предлагали свою помощь. Они навсегда останутся в нашей памяти. Наша главная задача и патриотический долг – всегда помнить их, чтобы никогда больше такого не совершалось. Цветы и венки возложили к могилам героев, бойцов спецподразделений «Альфа», «Вымпел» и сотрудников МЧС России на Николо-Архангельском кладбище. Там похоронены 9 бойцов, спасавших бесланских заложников. Мы помним и скорбим о всем происшедшем. И знаете, о героизме моих коллег, наверное, повторяться здесь не нужно. Какая обстановка в тот период была, наверное, всем общеизвестная. Напряженность, сложность. И таким образом была решена очень труднейшая задача, которая вошла как операция в аналы специальных служб. Такая трагедия, чтобы ее не допускать, наверное, нам нужно чаще встречаться на антитеррористических треках, доказывать о том, что двойные и тройные стандарты не проходят во взаимодействии спецслужб. Нам нужно вырабатывать единую доктрину,